Я продолжаю писать карту дня на 15 ноября, на вторник. Смотрим следующие 6 знаков зодиака. От весов и до рыбок. Если вы зашли на видео, а вам нужны первые 6 знаков зодиака, это у нас идут Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, тогда вам нужна первая часть этого видео. Ссылку для вас я оставляю внизу под видео, да, чтобы вам было легче, быстрее найти. Если вы не знаете, где, как искать, можете оставить запрос в комментарии. Напишите свой знак зодиака или напишите «Мне нужна первая часть». И я вам обязательно ссылочку оставлю. Так, смотрим дальше. Весы. Вторник, 15 ноября. Неприятность показывает, у вас может быть во вторник расческа. Подарок. Обман. Вот и неприятность. Видите, карты показали, какая неприятность. Это обман. Вас может кто-то обмануть. Поэтому будьте осторожны, внимательны. Ключик, но все в ваших руках. Да, то есть при желании вы можете этот обман открыть. Змея нельзя. Угу. Разочарование. Колодец. Глубокая печаль. Причем, смотрите, как интересно, ложится рядом с подарком. Может быть, вам подарят какой-то подарок, сделают, да, сувенир, сюрприз, да, то есть и он будет связан, да, как-то с обманом, с разочарованием, как вариант. Корабль нельзя. Исполнение желания. У вас такой, знаете, день крайностей. Да? 2 события очень классные, 3. И 3, мягко говоря, не очень классные, да? И застолье. Или знаете, как еще, может быть, сейчас мне мысль пришла в голову. Вы идете на застолье с подарком. Дарите подарок. Его там юбиляр, не знаю, или человек, который его получает, открывает. А там какая-то проблема, да, то есть он или там бракованный, поломанный, да, то есть какие-то есть проблемки, да, то есть, ну и получается, что вас обманули, когда, да, продали товар в таком виде, ну и вас, понятно, это разочаровало, потому что неприятно, да, дарить такие подарки. Так что, если вдруг вы будете что-то покупать, обязательно перепроверяйте, работает, не работает, посмотрите со всех сторон, покрутите. Так что, чтобы вас не обманули. Попросите, чтобы включили, да, если это должно включаться. Пустые разговоры. Ну, пустые разговоры на застолье, понятное дело. И здесь нет, значит, горизонтали, вертикали нет совпадений. Получается в этот день, с одной стороны, да, то есть есть застолье, подарок, пустые разговоры, исполнение желаний, все в ваших руках, ключик, да, то есть классные события, много классных, но при этом 3 предупреждающих. Будет неприятность, вас обманут, и этот обман вас очень сильно разочарует. Поэтому будьте, пожалуйста, начеку во вторник, чтобы избежать обмана. Благодарю вас за внимание и перехожу я к скорпионам. Скорпионы. Пятнадцатое ноября, вторник. События дня для скорпионов. Покажите мне. Конфликт может быть в этот день. Острый конфликт. Угу. Змея выпадает. Да, человек с длинным языком.
Больше событий нет. Угу. Есть ножницы еще. Ножницами отрежете длинный язык. Ножницы, это я, конечно, шучу. Ножницы — это решение вопросов. Угу. И неприятность. Ну, неприятность — это она и есть, да, вот этот конфликт. Так, хорошо. Теперь проверяем горизонтали и вертикали. Смотрим, тут есть что-то для вас. Бабочка. Бабочка — это общение. Общение рабочее, деловое. Казенный дом. Возможно, это общение будет в казенном доме. Казенный дом — это госучреждение. Смотрите, и ножницы тут же, да, то есть приходите в казенный дом, да, на решение какого-то вопроса, и он решится, потому что ножницы выпали, и поможет в этом какой-то человек, да, потому что идут разговоры. Еще часто ножнички, да, обозначают листик, да, то есть мы в книге отрезаем листик, получаем какой-то документ, справку, то есть, возможно, вы какую-то бумагу в этот день еще получите. Так, и весы нельзя, я не могу сюда положить. Получается, в этот день что будет? Будет конфликт, да, то есть неприятность, конфликт со змеей, ну да, конкретно с каким-то человеком. Это минус. А плюс будет то, что вы посетите какое-то госучреждение, будете вести там разговоры, и все для вас закончится очень хорошо, успешно, удачно. Вы решите свои вопросы, да, которые себе там наметили. Так что вот какой день, да, непонятно, 50 на 50. С одной стороны конфликт, минус, да, с другой стороны решение вопроса. Но опять же конфликта всегда можно избежать, да, то есть можно проигнорировать эту змею, да, не дать реакцию, и все обойдется. Ну, это очень тяжело иногда сделать. Благодарю за внимание, скорпионы, и переходим дальше к стрельцам. Стрельцы, смотрим. Пятнадцатое ноября. Сразу же у вас ножницы выпадают, решится какой-то вопрос. Будет деловое общение. Подарок нельзя. Тайная встреча, тайное свидание. Так, значит, проверяем горизонтали, вертикали, да, строго по горизонтали, строго по вертикали. Не вижу я. По косой соединять нельзя, например, да, там корону нельзя. Поэтому, то есть на это нужно обращать внимание. Сердце нельзя. Значит, у вас всего получается 3 события в этот день. Это решение какого-то вопроса, деловое общение и, возможно, еще может быть тайная встреча в этот день. Ну, вот такие события для вас, стрельцы. Благодарю за внимание и перехожу я дальше к козерожкам.
Козероги. 15 ноября, вторник. События дня для козерогов. Покажите мне. Подсвечник выпадает, первое событие. Обозначает он надежду. На что-то будете надеяться в этот день. Болезнь, тема здоровья, тема плохого самочувствия. Череп показывает неприятность. Может быть, какая-то неприятность, связанная со здоровьем. Гости нельзя. Смотрим горизонтали, вертикали. Смотрите, первая горизонталь, да, сразу же прибыль, финансовые поступления. Дальше вторая горизонталь, застолье. Может быть еще вот один, может быть после застолья плохое самочувствие, как вариант. Ага, смотрите, слезы еще выпадают. Третья вертикаль. Так, ну здесь нет совпадений. Смотрим теперь здесь по вертикали. Есть совпадение? Нет, нет. Приглашение. Вот вас могут пригласить на это застолье. Здесь нет и здесь нет. Получается у вас надежда. Ну, надежда, наверное, на разрешение вот этой неприятности, да, после того, как она произойдет. Происходит какая-то неприятность, которая вас явно расстраивает. Да, яблоко, слезы. Приглашение, застолья, финансовые поступления и тема еще здоровья тоже в этот день будет актуальна. Будет вас беспокоить здоровье или будете заниматься своим здоровьем. Так что, козерожки, для вас одно предупреждение, это вот может быть неприятность. Благодарю за внимание и переходим к водолеям. Водолеи. Пятнадцатое ноября. Водолеи. Обман, маска. Застолье. Разочарование. Ну, понятно, из-за обмана разочарование. То есть вы узнаете, что вас обманули. Откроется тайна. Видите, замок. То, что было закрыто, спрятано, выйдет наружу. Да, то есть маски слетят.
вы увидите, да, что называется, голую правду. Ну, явно вас она как-то расстроит. Может быть, это будет на застолье. Ожидание. Чего-то или кого-то можете ждать. Так, и здесь нет. Значит, проверяем теперь с вами горизонтали и вертикали строго. Да, то есть никак, ни по диагонали, ни по косой, только строго. Первая нет. Вторая. Шарики нельзя соединить. Здесь нет. Вот свидание, видите? Вот есть одна из горизонталей, совпадения. Свидание, приятная встреча. Может быть свидание, да, вот застолье где-то, кафе, ресторан. Здесь, значит, смотрите, нет. Есть казенный дом по вертикали. Госучреждение. Возможно, откроются, да, какая-то информация, тайны в госучреждении, вам что-то расскажут интересное. То, что вы не знали. Так, и здесь нет совпадения. Получается, в этот день, с одной стороны, да, вот есть плюс, это застолье, да, какая-то приятная встреча, и, скорее всего, вы ждете, да, ожидание этой встречи. Но есть как бы и минус, да, то есть есть и минус. Минус – это то, что вас могут обмануть, и вас это сильно расстроит. Также есть еще открытие информации и посещение госучреждения. Ну, мне кажется, да, что это вот может проиграться вообще одним событием. Потому что иногда событие одно, да, а другие карты просто его описывают. То есть это не значит, что будет, да, там 7 разных событий. Нет, часто вот одно просто идет в красках, да, скажем так, описано. Так что, водолеи, смотрите, будьте очень-очень внимательны, да, то есть кто-то вас обманывает в этот день. Постарайтесь вычислить этих людей. Благодарю за внимание и переходим дальше к рыбкам. Смотрим рыбки. «15 ноября, вторник. События для рыбок. Покажите мне». Скользкое дело, да? Вам выпала рыбка. Рыбка всегда показывает обман, да, какую-то хитрость, уловку. Финансовые поступления, прибыль, гармоничные отношения в паре, приглашение, госучреждение, казенный дом, шарики нельзя, весы, выбор, колебания, сомнения, 2 варианта будете выбирать. Возможно, это будет связано с казенным домом, там будет какой-то выбор. Ну и любовь. В личной жизни, смотрите, да, то есть тут все прекрасно. Если у вас ее нет, может быть знакомство. 2 сердца показывают, да, то есть 2 сердца соединяются. Смотрим, смотрите, есть еще метла. Метла может показывать ссоры. Может быть, вот из-за этого, да, скользкого дела будет ссора. Ножницы нельзя. Исполнение желания нельзя.
Смотрим теперь вертикали. Нет. Тоже вот нельзя. Почему нельзя? Да, если вам интересно, обе карточки зафиксированы. Я не могу ни эту сюда положить, ни эту туда. Так, нет, нет и нет совпадений. Больше не вижу. Получается, в этот день сразу же первое было предупреждение. Да, может быть обман. Будьте начеку. Дальше финансовые поступления, приглашения, гармоничные отношения в паре, любовь, посещение госучреждения, какой-то выбор и может быть ссора. Ну, иногда метла показывает еще наведение порядков. Да, то есть, может быть, у вас проиграется таким образом. Ну, или же это будет ссора из-за какого-то обмана по рыбе. В общем, вот такая информация для вас. Благодарю за внимание и жду вас на своих новых видео.